Здравствуйте, с вами Олег Желунин. Мы находимся в Национальной библиотеке Якутии. И сегодня здесь необычная презентация. Может быть обычная, но мне кажется, она необычная. Потому что презентуется книга «Русский размах» Людмилы Медведевой. И хотелось бы узнать немного подробностей этой презентации и почему именно эта книга. Значит, эта книга, это русская община нашей республики выиграла грант Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия, и в которую входило в первую очередь это издание книги о первом председателе русской общины Людмиле Герасимовне Медведевой и посвященной 25-летию создания русской общины. Но кроме того, что само издание книги, это не только, у нас будет презентация, у нас будет круглый стол проводиться, и у нас будут встречи, посвященные как раз Людмиле Герасимовне. Кроме этого, у нас есть традиционный конкурс среди детей и школьников, детское творчество, это песни, танцы и стихи. И кроме этого, мы сейчас уже подготовили все документы, будет размещение мемориальной доски на доме, в котором проживала Людмила Герасимовна. Вот это как раз все и посвящено сегодняшняя презентация. Ну, конечно, в первую очередь, это презентация книги, в которой она рассказывает о своем жизненном пути. Ну и кроме этого, тут воспоминания известных людей, близких ей людей, о ее работе, о ее деятельности, о дружбе с ней. С вами Александр Подголов, председатель русской общины. Александр, я хотел бы все-таки какой-нибудь такой знаменательный момент этой книги, который вам при вашем участии, наверное, он здесь есть. Не, ну при моем участии тут единственное, что именно мы сделали при Людмиле Герасимовне, я стал председателем. Я стал ее преемником. 2 года назад она еще была полна сил, у нее была куча идей. И поэтому, но она уже возрастом, мы решили, что я буду председателем, а она будет почетным председателем. У нас было большое количество идей, мыслей, которые сейчас мы воплощаем. Все-таки Здесь мои воспоминания тоже есть. Ну, хоть одно расскажите, потому что немногие зрители, наверное, даже знают. Нет, ну тут у нас Людмила Герасимовна очень много различных интересных, веселых и вещей, как в жизни происходили. Ну, например, она входила в состав Общественного совета промышленного округа, когда я там был главой. И она, кстати, является 3-м кавалером этого знака, гражданин промышленного округа города Якутска. Вот. Больше нет, да? Почему? Я могу рассказывать еще минут 30. Ну, например, заслуга Людмилы Герасимовны, и тут я ее поддерживал всегда, это то, что 24 мая в республике именно с ее подачи, именно День письменности и культуры славянской письменности и культуры 24 мая. Вот с вами здесь присутствуют гости, да, не расскажете это вот? Может, мне подойти к ним, поговорить? Ну, здесь очень известных людей, вот посмотрите, вот атаман казачества спиной к нам сидит, да, Александр Ильич Козырь. На другой спине, кто же его не знает, это Владимир Михайлович Членов, да. Вот первый заместитель Министерства внешних связей народов республики Василий Владимир Николаевич. Напротив сидит председатель Ассамблеи Республики Саха-Якутия Черных Сергей Викторович. Напротив подруги, женщины, подвижники, как раз Людмила Герасимовна Медведевой, которых люди увидят и сами их всех назовут, потому что их всех знают, все в городе. А если тулагинские, то отдельный пример, это 2 женщины тулагинские. Тогда разрешите, с вашего позволения, я спрошу, все-таки грант получать сложно или мне сразу к заместителю министра? Нет, конечно, сложно. И, во-первых, и в само воплощение, и отчет. Кстати, русская община республики выиграла грант президента России сейчас еще. Кроме того, что мы закончим вот этот грант, потом у нас есть грант Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям, его закончим, а потом мы начнем грант президента России. У нас куча дел. И сейчас мы недавно завершили уже грант главы города. Это сказки русского устья. А что позволяют эти гранты? Вот действительно, какая помощь вообще? Идея. Не, ну как какая? Это же дают деньги на самом деле. Это людям активным,
которые хотят что-то сделать, что-то изменить в нашей жизни. Вот даются деньги, на которые они, в общем-то, воплощают свои идеи. Поэтому грант – это очень хорошая штука. И, например, тот же подросток, например, он 7 грантов президента России выиграл, не говоря уже о канадском, американском, английском, швейцарском. Лео Бакерия давал даже грант. Понимаете, гранты разные. Александр, вы так говорите, будто богатые люди. Нет, мы не богатые, потому что мы за все эти деньги мы всегда четко отчитываемся. Почему многие вот тут из вышестоящих сказали, почему у нас выигрывают одни и те же? Выигрывают не одни и те же, а выигрывают те, которые эффективно используют деньги, которые четко знают, на что им дают деньги, которые умеют еще за эти деньги отчитаться. Вот. Дорогие друзья, сейчас начнется презентация книги, я советую вам посмотреть и действительно поучиться у других людей, получать гранты, делать добро и, естественно, хранить память о выдающихся людях Якутии. Да, поддерживаю полностью. Людмила Павловна, вы